Уважаемые соотечественники, уважаемые сотрудники органов правопорядка, сегодня я хочу поговорить прямо и откровенно. Наша страна переживает глубокий кризис. Правоохранительные органы, которые должны защищать народ и государство, на деле оказались зависимыми от клана Бердымухамедовых. Вместо служения закону и народу вас заставляют исполнять устные, зачастую незаконные указания. Но давайте честно скажем, виноваты не рядовые сотрудники, виновата сама система, которая за 34 года независимости не создала для вас нормальных условий жизни и службы. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Унизительно низкие заработные платы, иногда меньше, чем у рабочих соседних стран. Следующая проблема – жилье для сотрудников. Нету нормальной системы обеспечения сотрудников жильем. Те служебные квартиры, которые выдаются вам, после вашего увольнения отбираются. А если, не дай бог, с вами что-то случится, ваша семья выселяется из этой квартиры. Очень много сверхурочных часов, постоянное усиление, и оплата сверхурочных часов не всегда происходит. Из-за этого вы работаете на физическом пределе и получаете за это несправедливую зарплату. Карьерного роста нету, продвижение зависит не от знаний и опыта работы, а от личной преданности клану Бердымухамедовых. Сложившаяся судебная система вас не защищает. Вы становитесь заложниками устных приказов и рискуете собственной свободой. Все слова президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова о том, что он является гарантом Конституции, и вы можете спокойно нарушать Конституцию, и вас никто за это нарушение к ответственности не призовет, это полная ложь. Народ обязательно с вас спросит, и многие за нарушение законов и прав будут представлены к ответственности. Чтобы прокормить семьи, многие из вас вынуждены брать взятки, вынуждены нарушать закон. Но в такой системе конец один – потерять и работу, и свободу. Почему так происходит? Давайте разберемся. Потому что миллиарды долларов от продажи газа и нефти уходят не в бюджет, а в карманы правящей семьи. Эти средства могли бы пойти на ваши зарплаты, на строительство вам жилья, на дороги, школы, больницы. Но народ и честные государственные служащие ничего этого не получают. Сегодня Туркменистан – одна из самых коррумпированных стран мира. Международная организация год за годом фиксирует то, что у нас нет ни прозрачности управления государством, ни правосудия, ни свобод. Нарушение прав человека повсюду и уже постоянно. Это ваша работа – следить за правонарушениями, предотвращать их. Но как можно сохранять правопорядок и бороться с правонарушениями, если вы сами каждый день вынуждены нарушать закон? Что делать? Мы предлагаем конкретные решения. После смены этого авторитарного режима клана Бердымухамедовых у вас будут достойные зарплаты. Рядовой и младший состав будет получать от 850 до 3500 долларов в месяц. Им не придется, как всегда, грабить свой народ. Старший офицерский состав, в зависимости от чина и статуса, будет получать от 3500 долларов до 10 тысяч долларов в месяц. Это абсолютно реальные зарплаты для нашего богатого государства. Эти необходимые средства в стране есть. Их просто ворует клан Бердымухамедовых. По самым пессимистическим подсчетам, семья и родственники клана Бердымухамедовых ежегодно, прямо или косвенно, воруют из бюджета страны более 20 миллиардов долларов США. Если взять всех сотрудников полиции, их будет не больше 20 тысяч человек. Если взять всех сотрудников национальной безопасности, то их будет не более 9 тысяч человек. Если взять всех сотрудников прокуратуры и судов, их насчитывается не более 2000 человек. В итоге получается, все сотрудники правоохранительных органов вместе взятые около 31 тысяч человек. Если взять среднюю зарплату, которую мы предлагаем вам в размере 1600 долларов США, то для покрытия месячной зарплаты 31 тысяч сотрудников правоохранительных органов понадобится всего около 46 миллионов долларов США или около 50 миллионов долларов США, если округлить. Если умножить 50 миллионов долларов США на 12 месяцев, то получится ваш бюджет заработной платы 600 миллионов долларов США. И это небольшие расходы для государства.
напрашивается вполне естественный вопрос. А где взять эти 600 миллионов долларов США, когда кризис в Туркменистане? В стране деньги есть, они просто воруются кланом Бердымухамедовых. Например, так называемый национальный лидер Гурбангулы Бердымухамедов самостоятельно, без спроса у народа, ежегодно финансирует из бюджета около 3,5 миллиардов долларов США на строительство своего города Аркадах. Ровно половина из этой суммы, то есть 1,75 миллиардов долларов США, официально разворовывается через подставные фирмы при строительстве. Вот вам уже 1,75 миллиардов долларов США. Или же другой пример. Зять Гурбангулы Бердымухамедова Назар Реджепов и его сыновья Шамурат и Хаджимурат Реджеповы каждый год через свои офшорные компании подписывают с Туркменистаном коммерческие и строительные контракты по завышенным ценам на сумму более 10 миллиардов долларов США. Ровно половина этой суммы воруется ими, а это еще 5 миллиардов долларов США, которые ежегодно воруются. Я привел только два примера, и этого достаточно, чтобы уже сэкономить 6,75 миллиардов долларов США и финансировать вас. Чтобы дополнительно вам оплатить 600 миллионов долларов в качестве заработной платы, мы показали вам источники на сумму 6 миллиардов 750 миллионов долларов США. Теперь о жилье и соцгарантии. Мы вам построим достаточное количество служебного жилья и предоставим вам беспроцентные кредиты, чтобы приватизировать это жилье. Но если кто-то из вас захочет построить свой дом самостоятельно, то со стороны государства ему будет представлена беспроцентная ссуда и гарантия правительства. Мы предоставим вам бесплатную медицинскую страховку, достойную пенсию, защиту вашей семьи в непредвиденном случае, честные условия службы, оплата всем сотрудникам без исключения всех сверхурочных часов, запрет на устные приказы. Все указы и приказы должны быть официально и письменно. Независимый омбудсмен при правительстве, который будет защищать сотрудников от незаконного давления со стороны государства. Карьерный рост. Продвижение по службе только по заслугам, способностям и знаниям. Учеба, тренинги, международный обмен опытом, инвестирование и развитие материальной базы министерств. Что получит народ и сотрудники? В демократической системе правоохранительные органы станут уважаемой структурой. Вы будете не карателями своего народа, не врагами своего народа, а его защитниками. Вы получите достойные зарплаты, жилье, уважение и уверенность в завтрашнем дне. Наконец-то в стране наступит уважение к Конституции, к законам, справедливость, уважение друг к другу и покой. Если же оставить все как есть, у вас не будет будущего. Только взятки, страх и риск оказаться в тюрьме. Народ будет продолжать жить в нищете, без работы, без дорог, без прав и без справедливости. Материальное и моральное состояние народа будет только ухудшаться, а это может привести к кровавой гражданской войне. Из-за этой войны мы можем потерять свои территории и свое государство. Так теперь ответьте на мой вопрос. Сегодня, исполняя устные приказы отца и сына Бердымухамедовых, вы охраняете порядок и государство или ведете к беспределу и краху нашего государства? Если мы не изменим внутреннюю систему управления государством и не избавимся от клана Бердымухамедовых, которые узурпировали власть в стране, то мы потеряем и наш народ, и наше государство. Нам наши предки и наше будущее поколение не простят. Вот об этой опасности я вас хочу предупредить. Уважаемые сотрудники правоохранительных органов, мы стоим на пороге больших перемен. Народ больше не готов терпеть. И я хочу сказать вам, сотрудникам органов правопорядка, народ ждет от вас защиты закона, а не защиты одной семьи. Народ ждет от вас преданности, а не борьбу против народа. Не забывайте, что вы тоже часть туркменского народа. Вместе мы можем построить новую, крутую страну и систему, честную, справедливую и демократическую. Туркменистан богат, и эти богатства должны работать на вас, на ваши семьи, на всех граждан нашей страны. Туркменский народ надеется на вас. Спасибо.